Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». Из студии в Вашингтоне с вами Наташа Мозговая. Сегодня в программе. Третий день продолжаются пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Обстрелы поселка Широкино Донецкой области, возможно, прекратятся. Переговоры с Ираном продолжаются. Глава МАГАТЭ отправился в Тегеран. Начинаем с новостей из Праги. Катерина? Спасибо, Наташа. Все события дня в настоящем времени из Праги. Я Катерина Кочкина. Здравствуйте. Продолжаются пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, которые начались еще 29 июня. К тушению огня привлечены 27 единиц техники и 192 человека личного состава Государственной службы по чрезвычайной ситуации Украины. Ситуация осложняется сильными порывами ветра, которые не дают пожарным приблизиться непосредственно к очагам возгорания. Представители Greenpeace считают, что ситуация с тушением пожаров по-прежнему остается сложной. Как минимум пожарные лесники, которые задействованы на тушении, и население близлежащих населенных пунктов совершенно точно подвергаются дополнительной угрозе. Сейчас пожар разошелся на довольно заметную площадь. Будем надеяться, что с ним справятся украинские службы. Хотя сейчас тушение торфяника, если торф горит, будет очень сложным, потому что не хватает воды, уже очень сильное задымление, уже очень опасно работать. К сожалению, авиационными средствами такие пожары не тушат, поэтому, к сожалению, будет необходимость вводить людей непосредственно вот в эту сильно-сильно загрязненную зону. Напомню, это не первый масштабный пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, который случился в этом году. 28 апреля на территории лесного хозяйства Чернобыльская пуща огонь уничтожил больше 300 гектаров леса. На ликвидацию пожара службе по чрезвычайным ситуациям Украины тогда потребовалось 5 дней. 2 мая огонь был потушен. Широкино может стать демилитаризованной зоной. Руководство так называемой ДНР объявило, что с сегодняшнего дня они не будут обстреливать данное направление. Сепаратисты предлагают передать контроль за обстановкой в районе села наблюдательной миссии ОБСЕ. Широкино, расположенное на Мариупольском направлении, один из самых напряженных участков в зоне конфликта. Тема демилитаризации села и окрестностей регулярно поднимается в рамках Минского переговорного процесса. Украинская сторона предлагала отвести вооружение из Широкино еще в апреле. Сейчас на позициях в селе находятся бойцы полка Нацгвардии Украины «Азов». Репортаж нашего корреспондента из военного штаба. Земля в Широкино усеяна воронками от мин и снарядов, а дома разрушены. Открытые участки бойцы Национальной гвардии преодолевают мелкими перебежками. Неподалеку в засаде сидит вражеский снайпер. Это с трехэтажного, то что вдали где-то примерно, там где пост у них раньше был? Я не видел, куда именно стреляли. Там, где раньше был пляж, плещутся волны. В мирное время Широкино было популярным курортом. Сидя на позициях, бойцы иногда размышляют, каким было село до войны, когда можно было смело купаться в море. Когда на базе, там, то иногда купаемся. Но здесь, если покупаешься, то можно завтра же в цинке быть. Бойцы говорят, что вокруг села случаются обстрелы из тяжелой артиллерии. Як на сьогодні, то тихо, а взагалі, як коли, в основному стріляють. Бабахают мины, снаряды. Многие из тех, кто стоит на позициях Широкино, не были дома уже почти 1,5 года. Они находятся в постоянной ротации между различными участками фронта. Для меня дома уже стал Азов. Здесь я себя чувствую как дома. Нигде себя так не чувствую. А здесь я как дома. Здесь моя семья. Пока вокруг разрываются снаряды, бойцы заваривают кофе и стараются не думать о смерти. Как сказать, к этому привыкнуть нельзя, но с этим как бы можно смириться. Со временем к этому оно как бы рядом с тобой находится. 4-ю ночь подряд станицу Луганскую обстреливают из тяжелой артиллерии. В десятках жилых домов разбиты окна, повреждены фасады и крыши. В поселке уже 5 дней нет электричества, воды и мобильной связи. Но, несмотря на страх и отчаяние, жители поселка не покинули свои дома и продолжают заниматься хозяйством. Мы будем жить, как один батюшка говорил. Говорит, люди, не думайте о войне. Вот есть у вас что-то, вы закрывайте огурчики, помидорчики. Ждите зимы, дождетесь. В Харькове продолжается волна терактов. На сей раз неизвестные заложили взрывчатку около общежития Политехнического университета. Подробнее Ольга Калиниченко. Взрыв прозвучал в районе 2 часов ночи около 5-этажного здания на улице Целиноградской. От взрывной волны в общежитии с 1 по 4 этажи выбило окна. Грохот был такой, что все по процентам. Мы думали, вообще, может, заправка тут где-то рядом взорвалась, или машину кто-то, не знаю, такое. А потом с утра уже узнали, что заложили взрывчатку.
Источник в правоохранительных органах рассказал, что мощность взрыва была равна эквиваленту 1 килограмму тротила. Была взята экспертиза, остатки почвы. Вот, если в ней будут найдены, это может быть как порох, как тротил, вот, то можно судить о том, что это взрывной пакет. Данный взрыв в Харькове уже 46-й по счету. До этого были взорваны и обстреляны из гранатомета ворота военкомата, воинские части, бронетанковый завод, высоковольтные опоры, ЖД-пути, цистерны с топливом, военный госпиталь, частные магазины и автоволонтеров. Силовики уверяют, все подрывы в Харькове – дело рук российских спецслужб. Доказательством тому служат найденные на месте преступлений элементы взрывчатых веществ и самих взрывчаток, на которых стоит маркировка России. Ольга Калиниченко, Евгений Клементьев. В настоящее время Харьков. Добыча янтаря в промышленных масштабах уничтожает леса на западе Украины. В украинском МВД утверждают, что прибыльный бизнес контролируют преступные группировки. Экология в регионе волнует их куда меньше, чем доходы от продажи камней. Репортаж наших коллег. Эта зияющая пустота в лесах Житомирской области является местом преступления. Деревья были вырублены бандами, которые нелегально добывают янтарь. После вырубки леса банды сжигают остатки деревьев и затапливают местность. Затем работники, стоя в грязи, добывают янтарь. Власти систематически пытались все это зачистить. Приезжали силовики, но никакого эффекта. Теперь мы видим, сколько гектаров леса уже было вырублено. Это национальный заповедник, и он должен охраняться государством, лесниками и спецподразделениями. Янтарь – это ископаемая смола хвойных деревьев. Он ценится за цветовое разнообразие. Уже тысячи лет его используют в производстве ювелирных изделий. На прайс-листе, размещенном на этом пне, указаны цены от $400 до $5800 за килограмм янтаря. Затем перекупщики продают его в Европу, Китай и на Ближний Восток. Местные жители могут заработать около $500 за 11-часовую смену. Это составляет приблизительно 3 месячные зарплаты по региону. Благодаря этим людям, да, что тут что-нибудь... Благодаря людям, которые начали здесь добычу, мы можем заработать себе на хлеб. Иначе тут бы было как в 1933 году. Голодомор бы был. Существование этой проблемы признает и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. На своей странице в Фейсбуке он пишет: «Селяне зарабатывают целыми семьями $1000 в месяц, что для сельской украинской глубинки невероятная возможность». Когда активисты пригласили представителей правоохранительных органов на место добычи, те отказались, сославшись на нехватку кадров. Милиция, якщо ви знаєте, була скорочена недавно. Штат милиции, как вы знаете, был недавно сокращен. Некоторые подразделения на целых 50%, поэтому у нас нет возможности поставить по милиционеру на каждую лесную дорогу. Никто не отрицает существование проблемы, но никто и не принимает мер, чтобы остановить незаконную добычу янтаря. По информации МВД Украины, банды зарабатывают до $500 миллионов в год, а проплешин в некогда девственном лесу становится... Во Львове завершился 5-дневный джазовый фестиваль «Альфа Джаз Фест», спонсором которого выступает крупный российский банк. Противники фестиваля вышли на улицы города с плакатами «Нет пиру во время чумы» и «Альфа – ложка дегтя в бочке джаза». Активисты выступали против российского спонсорства музыкального мероприятия. Мэр Львова, однако, полностью поддержал джазовый фестиваль. Я думаю, враги Украины отчаянно хотят увидеть привычные для себя картины, что у нас все плохо, куча проблем и так далее. Но сегодня весь мир видит Украину открытой страной, которую приехали поддержать музыканты из разных государств. Напомню, что фестиваль проходит уже в 5-й раз. На запад Украины приехали десятки исполнителей со всего мира. Среди них такие легенды мирового джаза, как Херби Хэнкок, Джордж Бенсон и Уэйн Шортер. Санкции в отношении России должны оставаться в силе, пока не закончится конфликт на востоке Украины. Об этом заявил премьер-министр Чехии Богуслав Соботка. Чешский премьер подчеркнул, что Россия и Европа должны сотрудничать на благо всеобщей безопасности. Для нас важно то, чтобы санкции оставались в силе до тех пор, пока минские договоренности не будут полностью реализованы. И если Россия будет обострять ситуацию на востоке Украины или попытается изменить ее военным способом, это станет поводом для ужесточения санкций. А пока я думаю, что санкции должны оставаться на текущем уровне, в качестве гарантии того, чтобы и у России, и у Украины был стимул к поиску договоренности. Об Украине сегодня говорят и по ту сторону океана. Коллеги, эфир ваш. Российская парламентская делегация в полном составе отказывается от участия в сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет на следующей неделе в Хельсинки. Об этом сообщил председатель Госдумы Сергей Нарышкин.
Дело в том, что 1 июля МИД Финляндии объявил, что Нарышкину и нескольким депутатам российского парламента, находящимся в ограничительном списке Евросоюза, не будет разрешен въезд на территорию страны. Нарышкин, комментируя отказ Финляндии ему в визе и решение всей делегации не ехать в Хельсинки, традиционно обвинил в произошедшем США и Брюссель. Многие наблюдатели предполагали, что на сессии в Хельсинки может развернуться крайне жесткая дискуссия между парламентариями из России, коллегами из США, Канады и ЕС по поводу ситуации в Украине. Евросоюз объявил сегодня о выделении дополнительной гуманитарной помощи Украине в размере 15 миллионов евро. Они пойдут на предоставление продуктов питания, предметов гигиены, медицинской помощи, обеспечение жилья и чистой воды населению конфликтной зоны в Восточной Украине. Между тем, эксперты на Западе утверждают, что если Киев ждет помощи от западных партнеров, он должен проявлять больше решимости в процессе демократизации общества и построения рыночной экономики. Продолжение темы в материале Вадима Леничева. С точки зрения западных держав, Украина вышла на дорогу к демократизации не год назад, когда к власти пришел президент Петр Порошенко, а 24 года назад, когда страна объявила независимость. Так считают аналитики на Западе. Если бы Украина более активно осуществляла политические и экономические реформы 10-15 лет назад, говорят они, то сейчас она была бы уже на другой стадии развития. Но, увы, по разным причинам этого не произошло. Задача, которая стоит перед украинскими властями, это продолжать осуществлять то, что они осуществляют, и прежде всего в полной мере реорганизовать экономику, даже несмотря на то, что в Восточной Украине сохраняется нестабильность. Нескончаемая череда политических кризисов подрывает любые попытки Украины встать на путь развития по западному образцу, говорят политологи. И тут украинцам могли бы помочь иностранные инвесторы, но они не спешат вкладывать значительные средства в украинскую экономику. Отчасти их скептицизм объясняется тем, что на востоке страны продолжается военный конфликт. Кроме того, Запад по-прежнему не уверен в том, что политики в Киеве уже достаточно свободны от коррупции. В конце концов, те западные инвесторы, которые хотели вести дела в Украине, уже открыли в стране представительства и развивают свой бизнес, хотя и с трудом. Украинцам придется устанавливать приоритеты или направить основные усилия на то, чтобы выиграть конфликт в Донбассе, вернуть территории, но, возможно, задержать проведение каких-то реформ, или активно проводить реформы и надеяться на то, что по ходу дела можно будет достичь политического решения, которое позволит эти территории вернуть. В одном аналитики сходятся. Украинскому обществу придется пережить тяжелый период, но он будет короче, если все-таки осуществлять масштабные реформы, несмотря ни на что. Что же касается роли Соединенных Штатов в украинском кризисе, то здесь политологи из колледжа ВМС США видят два пути. Вашингтон может взять на себя руководство в этом вопросе, но тогда он должен и принять ответственность за результат. Или, что более разумно, помогать процессу, но уступить пальму первенства Берлину и Парижу, ставки у которых более высоки. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. И далее эфир из Праги об очередных странных высказываниях российских депутатов по поводу стран Балтии. Хотя эфир ваш. Депутат Госдумы России ставит под сомнение законность признания независимости стран Балтии в 1991 году. Член «Единой России» Евгений Федоров уже обратился в Генпрокуратуру страны с просьбой начать проверку. Дарья Кудрявцева. Генпрокуратура подтвердила получение запроса и начала проверку законности признания независимости стран Балтии. Речь идет о признании независимости Латвии, Литвы и Эстонии Госсоветом СССР в 1991 году. С просьбой проверить легитимность этого решения в Генпрокуратуру обратился депутат Госдумы Евгений Федоров. Если сравнивать с Крымом, то в 90-е в Прибалтике были приняты еще более нелегитимные решения. Горбачев и его команда превысили полномочия. Мы хотим это исправить. Министерство иностранных дел Литвы немедленно отреагировало на заявление депутата, назвав подобные проверки моральным и юридическим абсурдом. Насколько далеко все это зайдет, зависит только от России. В последнее время Россия пытается интерпретировать то, что происходит в мире, по-своему, но делает это явно не в соответствии с международным правом. Однако это не значит, что мы должны это терпеть. Глава МИД Литвы также отметил, что надеется в ближайшее время получить комментарии российской стороны. Однако, по словам пресс-секретаря президента Владимира Путина, в Кремле о запросе депутата никто ничего не знал. В Кремле не были знакомы с этой инициативой, и я, честно говоря, затрудняюсь с пониманием сути этой инициативы. Ранее в марте депутат Госдумы Сергей Миронов направил запрос о законности передачи Крыма Украине в 1954 году. В конце июня Генпрокуратура России признала данный акт несоответствующим Конституции СССР, а значит незаконным. Дарья Кудрявцева. Настоящее время.
Питерская журналистка Людмила Савчук отсудила у фабрики троллей, на которую проработала несколько месяцев и была уволена, 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Подробности в репортаже Артема Сторонова. В этом скромном четырехэтажном особняке на улице Савушкина в Санкт-Петербурге располагается офис компании «Интернет-исследования». Она стала известна в последние месяцы благодаря многочисленным публикациям в СМИ. По информации изданий, сотрудники компании якобы по заказу Кремля занимаются тем, что в частности круглосуточно комментируют новости в интернете. Питерская журналистка Людмила Савчук устроилась сюда на работу в прошлом году. В марте, после выхода ее публикаций о деятельности компании, у девушки состоялся неприятный разговор с начальством, после которого Людмила решила обратиться в суд. По словам Людмилы, после разговора с начальством ей перестали платить зарплату. При этом официального трудового договора или приказа об увольнении девушка также не получила. Это и стало поводом для судебного иска. Журналистка утверждает, что хотела донести до общественности информацию о деятельности фабрики троллей. Там приходят технические задания, там есть несколько тем основных. Это Украина, США, Евросоюз, ну, в общем, все, что на поверхности, главные темы. И оппозиция российская, то есть крупные оппозиционеры, которых они регулярно дискредитируют и оскорбляют в интернете. По словам журналистки, в компании работает порядка 1000 человек. Каждая смена длится по 12 часов. Все сотрудники должны за рабочий день написать определенное количество постов и комментариев. Там ведется работа везде, то есть социальные сети, Facebook, ВКонтакте, Twitter, в общем, все большие сети, плюс комментирование СМИ. В том числе зарубежных, на разных языках, английский, какой угодно, немецкий, украинский. В Кремле заявили, что ничего не знают о фабрике троллей и не сотрудничают с ней. Вопреки ожиданиям журналистки, на заседание суда представители ответчика все-таки явились и предложили ей мировую. Бывший работодатель согласился выплатить ей зарплату за февраль в размере 50 тысяч рублей и 10 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. По словам Савчук, этим решением компания официально признала факт своего существования. О чем говорят сегодня за океаном? Наташа? В Вене продолжаются переговоры 6 стран-посредниц с Ираном, целью которых является подписание соглашения об ограничении ядерной программы Тегерана. Конечная дата переговоров была назначена на 30 июня, однако их продлили на неделю, поскольку оставался неразрешенным ряд ключевых вопросов, в том числе о доступе международных инспекторов к ядерным объектам после заключения договора. В попытке ускорить процесс генеральный директор МАГАТЭ Юки Аман отправился сегодня в Тегеран для встречи с высшим руководством Ирана. И говоря о ядерной безопасности, экспертов беспокоит не только Иран. Тему продолжит Александр Панов. В этом году исполняется 70 лет атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, единственному в истории случаю боевого применения ядерного оружия. Все эти годы ведущие державы сохраняли ядерное оружие неиспользованным. Однако сейчас эксперты говорят о возможности новой гонки ядерных вооружений и о расширении мирового ядерного клуба. Недооцененное наше общее, не слишком мирное ядерное будущее. Новая книга политолога, директора Центра политики ядерного нераспространения Генри Сокольской посвящена ядерным угрозам будущего. Уже не первый год вашингтонские эксперты предупреждают, если сделка с Ираном сорвется и Тегеран продолжит ядерную программу по своим правилам, то это вызовет немедленную реакцию арабского мира, Египта, Саудовской Аравии и так далее, и других стран, от Турции до Южной Кореи. Все захотят обрести и ядерный статус. Если сделка состоится, то на иранскую ядерную программу будут введены некоторые ограничения, но только на время. Вопрос в том, что случится потом. Это большой вызов. Станет ли соглашение с Ираном уникальной одноразовой сделкой или моделью для других стран? Цель США, провозгласил президент Обама, не основываться на доверии к Ирану, а выработать эффективный механизм проверки. Однако в Вашингтоне хватает скептиков, и не только в Конгрессе. Основная проблема в том, что мы, похоже, даем Ирану возможность продолжать заниматься обогащением урана или плутония, нарушая основной принцип ядерного нераспространения за последние 70 лет.
Мы делаем исключение для страны, которая в прошлом при заключении соглашений неоднократно обманывала. Нам будет трудно объяснить союзникам из Южной Кореи и другим. Мы доверяем Ирану в вопросе ядерных технологий, но не доверяем вам. Большое место в книге уделяется России. Отмечается, что официальные лица в России и Пакистане допускают применение первыми тактического ядерного оружия, чтобы страны могли компенсировать отставание в обычных видах вооружений. Автор книги полагает, что эти заявления вызывают серьезную обоснованную тревогу не только у соседей двух стран. Заявление России о возможности раннего применения ядерного оружия – это глобальная проблема. С другой стороны, на мой взгляд, отказ русских вести с нами новые переговоры по сокращению ядерных вооружений без участия Китая и других ядерных стран обоснован. Может ли Россия применить тактическое ядерное оружие первой? Если бы возможность была нулевой, я бы не написал книгу. По мнению Сокольской, самые опасные зоны возможного ядерного конфликта отнюдь не Европа и Россия с США, а Юго-Восточная Азия, включая Индию с Пакистаном, Ближний Восток и Восточная Азия. Пока у террористов из ИГИЛ и других группировок ядерного оружия нет, и мы должны в первую очередь позаботиться о непопадании его в руки государственных игроков. Не надо ставить телегу впереди лошади. За спиной террористов стоят государства-спонсоры. Как отмечается в книге, в 1962 году только США и СССР обладали ракетами, способными нести ядерный заряд, подобный тому, что был сброшен на Хиросиму. Сегодня такие возможности есть у 24 стран. 9 государств обладают ядерным оружием. Каким будет ядерный клуб через 15-20 лет, знают только гадалки. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. Президент Обама сегодня выступает с заявлением о формальном открытии посольства США в Гаване. По мнению администрации, изоляция Кубы с помощью эмбарго на торговлю и передвижение граждан была безрезультатной и не сделала островное государство демократической и процветающей страной. Однако противники дипломатических отношений с Кубой, в том числе многочисленные мигранты, заявляют, что такие отношения будут полезны правительству Кастро и что проблема нарушений прав человека в стране остается. Еще одна новость из Вашингтона. К радости туристов после 40 с лишним лет запрета на съемки во время экскурсий в Белом доме теперь фотографировать можно и даже постить фото в социальных сетях. Об этом сообщила сегодня в Инстаграме первая леди США Мишель Обама, разорвав плакат с указанием запрета на съемки. Правда, снимать в Белом доме можно только без вспышки, а стримить, то есть вести прямую видеотрансляцию со своего смартфона, все еще нельзя. Американские СМИ отреагировали на выдвижение 18-го кандидата в президенты США, губернатора Нью-Джерси Криса Кристи, без особого восторга. Редакторская колонка «Нью-Йорк Таймс» озаглавлена «Фальшивая правда губернатора Криса Кристи». Вашингтон-Пост формулировка чуть мягче. Его послужной список не всегда соответствует его прямолинейной риторике. Чем известен губернатор Нью-Джерси и что ему могут припомнить, расскажет Роман Мамонов. Упитанный и воспитанный мужчина в самом расцвете сил на сцене Крис Кристи, 55-й губернатор штата Нью-Джерси, он же 14-й кандидат в президенты от республиканской партии, он же 18-й кандидат в этой гонке вообще. Для объявления о начале кампании Кристи выбрал символическое место – школу в городе Ливингстон, которую сам же окончил в 1980 году. Лейтмотив речи стандартный – плохой Белый дом и необходимость перемен. Америка устала от выкручивания рук, неспособности принимать решения и слабости в овальном кабинете. Нам нужно вернуть в Белый дом выдержку, ответственность и смелость, чтобы действовать. Вот почему я с гордостью объявляю сегодня о выдвижении моей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов. О том, что Кристи будет участвовать в президентской гонке, политологи говорили еще с прошлой кампании. Тогда политик заявил, что его время еще не наступило, но теперь губернатор, видимо, куда увереннее. Он обещает вернуть американцам экономический рост в 4% ВВП в год, уверенность в будущем, а США – уважение. И тут Кристи не преминул раскритиковать Обаму и отпустить колкость в адрес Хиллари Клинтон. Я тут недавно услышал от президента США, что мир стал больше уважать Америку благодаря его правлению. Для меня это доказательство того, что Обама живет в своем, отличном от нашего мире. Потому что после 7 лет слабой и беспомощной внешней политики президента Обамы нам лучше не отдавать власть его ближайшему помощнику Хиллари Клинтон.
Когда я стою перед вами, вы можете быть уверены в одном. Я думаю то, что говорю, и говорю то, что думаю. Именно это нужно сейчас Америке. В том, что Крис Кристи говорит, что думает, Америка могла убедиться не раз. Он автор множества забавных цитат, вроде «Я могу ходить и жевать жвачку одновременно», однажды назвал журналиста «козлом» и «кретином», но самый известный инцидент — реакцию губернатора на протестующего, прервавшего его встречу с жителями города Белмар. «Сядь и закрой рот». Некоторую бесцеремонность и вспыльчивость Кристи публика, может, и простила бы, но политические перспективы губернатора дали трещину после скандала вокруг частичного перекрытия моста Джорджа Вашингтона в начале сентября 2013 года. Он соединяет Нью-Джерси и Нью-Йорк. Как выяснилось, сотни тысяч людей оказались в гигантской пробке по прихоти соратников политика. Они решили отомстить мэру города Форт-Ли за отказ поддержать кандидатуру Кристи на выборах губернатора. Сам Кристи извинился за произошедшее, заявив, что ничего не знал о планах подчиненных. Доказать обратное никому не удалось. Ничем закончился и скандал с использованием денег из бюджета на ролики с участием губернатора и его семьи. Но удар по популярности Кристи был нанесен. Его рейтинг среди республиканских кандидатов сейчас около 4%, в разы меньше, чем у Джеба Буша и даже не вступившего в гонку Пола Волкера. Роман Мамонов, «Настоящее время», Вашингтон. Другая тема. Как и многие ее сверстники, Бри Брит мечтала о собственном бизнесе. Но в отличие от других, 16-летняя школьница не стала ждать, пока вырастет, чтобы стать предпринимателем. Подробности в сюжете Фаиза Эльмасри. Больше всего Бри любит готовить. Я могу быть в очень плохом настроении, но как только я начинаю печь, что-то меняется, и передо мной открывается совершенно новый мир. Здесь она может экспериментировать и по-настоящему творить. Мне нравится сравнивать себя с художником, рисующим на холсте. Для меня холст — это мои пирожные, печенье и другие сладости. Бри начала печь в возрасте 5 лет. Она улучшила рецепты прабабушки и придумала свои. А в 12 лет решительно заявила маме, что хочет открыть собственную кондитерскую. Она посоветовала мне хорошо подумать, чем мне придется пожертвовать и как действовать, если что-то будет не получаться. Мама сказала, что мне придется отказаться от жизни обычного подростка. Я думала, что это пройдет. Она устанет от этой идеи или поймет, как это трудно. Я предложила ей попробовать открыть кондитерскую в интернете и попытаться что-то заработать. Дела пошли хорошо, и вскоре Шармейн Брит стала бизнес-партнером своей дочери. Они арендовали помещение и открыли кондитерскую сладости Бри. Бри признает, что совмещать учебу и бизнес тяжело, но это научило ее лучше распоряжаться своим временем. Я узнала, что такое тяжелый труд и ответственность. Я также научилась общению с самыми разными людьми, которые приходят ко мне в кондитерскую. В общем, я много что узнала. Вся выпечка Бри готовится по ее оригинальным рецептам. Ее пирожные сделаны из органических продуктов с использованием настоящих фруктов и с меньшим количеством сахара. Вне зависимости от количества сахара, за сладостями Бри хочется возвращаться снова и снова. В мире балета в США историческое событие. Впервые прима-балериной стала афроамериканка. 32-летняя Мисти Коупленд получила этот статус после 14 лет работы в Американском театре балета. Успех Коупленд знаменует очередное редкое достижение чернокожих артистов балета, которые по-прежнему крайне мало представлены в этом виде искусства. Коупленд признавала этот факт на протяжении всей работы, открыто заявляя о своей цели стать первой в истории чернокожей примой Американского театра балета. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим наших коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. «Настоящее время», Катерина Кочкина. Всего доброго. До свидания.